В России большинство случаев коронавируса приходится на омикрон-штамм, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Омикрон составляет более 60%, дельта – 35%. В целом, по словам руководителя ведомства, эпидситуация в стране характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости. Максимально увеличиваются показатели заболеваемости ковидом среди детей и граждан старше 65 лет. Поэтому необходимо соблюдать все введенные ранее меры, так как пока эпидситуация еще далека от стабильной. Максимально увеличиваются показатели заболеваемости ковидом среди детей и граждан старше 65 лет. Поэтому необходимо соблюдать все введенные ранее меры, так как пока эпидситуация еще далека от стабильной. В России число госпитализированных с COVID-19 пациентов за неделю выросло на 30%, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В стационарном звене отмечается высокий рост нагрузки, связанный с большим количеством госпитализаций. В республике Коми развернуто 2207 ковидных коек, занята 1751 койка. На лечении в инфекционном отделении Интинской центральной городской больницы сейчас находятся 33 пациента. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина с подтвержденным диагнозом COVID-19, лечение проходит 278 человек. Ежедневно в Инте фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за неделю с 3 по 9 февраля в округе выявлено 175 человек, заболевших ковидом. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 2114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 1706 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Не смогли победить болезнь около 100 интинцев. Официально подтверждено 97 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.